Гариб Медиа представляет цикл наставлений под покровительством Аллаха. Шейх Хабиб Хусейн Ас-Сакаф. Поди ниц и приближайся к Аллаху. Пречист Аллах, как же велика милость Аллаха! Он открывает многочисленные возможности дать своему рабу приблизиться к Нему. Самое возвышенное, великое, прекрасное из средств – это то, что ты признаешь, что Аллах дал тебе разрешение приблизиться к Нему во время земного поклона. Да, в земном поклоне. Пречист Аллах. В одном из хадисов передано, что посланник Аллаха, мир ему и благословение, сказал: «Раб бывает ближе всего к его Господу, когда находится в земном поклоне. Раб ближе всего к Аллаху, когда он совершает земной поклон, в тот момент, когда он прижимается к земле головой, которую он держит высоко. Ты покоряешься, опустив голову на землю, в земном поклоне. Что же такое земной поклон? Это смиренность, это вершина покорности. Я подчинился, покорился перед тобой, о мой Создатель. Поэтому каждый земной поклон – это степень в раю. Также каждый раз, когда ты совершаешь земной поклон, с тебя падают грехи и упущения. Пречист Аллах. И поэтому, когда человек находится в земном поклоне перед Аллахом, он вспоминает, что дуа, совершаемая в этом состоянии, принимается. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, просил, находясь в земном поклоне: «О Аллах, прости мне все мои грехи». Запомните это дуа, оно очень красивое. «О Аллах, прости мне все мои грехи, и маленькие, и большие, и первые, и последние, и скрытые, и явные». Или как это было в дуа пророка. Так совершайте же чаще земной поклон. Знаете ли вы, что тот кусок земли, на котором вы совершали земной поклон, будет свидетельствовать и будет тосковать по вам после вашего ухода? Некоторые праведные предшественники сказали, что когда умирает верующий, то первое, что оплакивает его, это его место намаза и место, где он совершал земной поклон. Первое, что будет тебя оплакивать раньше отца, матери, жены, детей и друзей, первое, что оплакивает тебя после твоей смерти, это место, где ты совершал земной поклон. Особенно то место, где ты, будь то мужчина или женщина, совершали земной поклон в одиночестве, в глубине ночи, никто вас не видит, кроме Аллаха. Как удивительно это место, потому что то место, где он совершал земной поклон, является раем. Это место является раем. Когда ты делаешь дуа, находясь в земном поклоне, это место записывает твою дуа. Так совершайте же чаще земной поклон. Аллах в Коране говорит: «Так нет, не повинуйся Ему, а поди ниц и приближайся к Аллаху». Каждый земной поклон приближает и приближает тебя. С каждым разом, когда ты будешь приближаться к Аллаху, в тебе будут проявляться признаки этого приближения, благодеяния и признаки милости. Пусть Аллах даст помощь мне и вам начать эту ночь совершением земного поклона.